Всем доброе утро. Сегодня уже какой там 10-й, наверное, день путешествия нашего. Офигенно вообще все. Лесочки. Сейчас никуда не спешим. Время у нас есть. Вот, примерно 9 дней. 9-8 дней даже, наверное. Да, 8 дней. Сегодня четверг. Надо в следующую в пятницу уже быть. К 11 августа. Потому что начинается школа у Ай. Вот, так что сейчас не спеша, спокойно кайфуем. Что-то у меня аллергия. Аллергия какая-то началась на что-то. Что-то цветет, блин. Сейчас пошли по тропе здесь гулять. Она примерно 1,5 мили всего. Круг. Вот здесь информация. Тут раньше была лесозаготовительная компания, работала вот 150 лет назад. Вот тут вся информация. Что, когда она была продана. Вот, ну, всякие моменты такие. Тут лес классный. Тут тропа вообще дикая, нехоженная, блин. Офигеть здесь. Сейчас пройдем. Если там так дальше. То... Я не могу посмотреть. Там вообще дальше стопак, там уже ничего нету. Короче, назад пойдем. Она вообще заросшая вся. Вот осенью, зимой, наверное, тут хорошо гулять. Но не сейчас. Ладно, пойдем назад. Вам тяжело будет там здесь ходить. малина есть. Да. Здесь горы начинаются, Sugar Loves называется, система горная такая, ну, небольшая, обтесанная ледниками, временем, да, ну тут вообще прикольно, тут вообще как Швеция такая, смотришь, интересно, такие острова классные. Да, не, реально, меня тут вообще на Скандинавии очень сильно прям флешбэчит. Там дома есть? Не знаю, не вижу. Вот, прям вообще очень классно, реально Скандинавия такие, вот когда горки начали. Да, идем тропами неофициальными. Да, тут такие возвышенности, как Апалачи. Я даже не знал, что здесь так. Sugar Loves, такие холмы. Обалдеть, как в Апалачах практически. Круто. Едем, кайфуем. Кайфай по таким дорогам ехать. Какая ель интересная, тут такой нарост. Какая большая, почти как гриб такой. Да, первый раз такой, вон тут смола. Пахнет. О, вкусно пахнет. Да. О. Ай, как. Еще лучше, чем цветочек. Ну, Понятно. хорошо. Да. Дошли до водопада. Красота какая. Прям учар, как учар на Алтае. Только мини-версия.
тормознулись в красивом месте, ягодном. Вот, в таком сосняке тут. Посадки такие, ровные ряды сосняка. Красота вообще. Я гуляю вот среди этих сосенок здесь и нахожусь вот вне времени и пространства. Вот я как будто не в США вообще, вот где-то что-то родное просто, знакомое, родное. Реально, природа — это вне времени и пространства. Не представляете, какой кайф вот так вот летом. Сегодня, кстати, 31 июля. Завтра уже последний день лета. Ой, последний месяц лета. И вот какой кайф одеть курточку, как зябко. Курточку одеть вечерком. Вот это вот настоящее лето. И с березонькой вот так вот. Чтоб они рядом были. Не то, что я люблю березы как-то там. Ну, все равно родное дерево, как ни крути. Сосны, березы. Это вообще круто. Не знаю. Я вообще не понимаю, что во Флориде делают, честно говоря. Это... Мне вообще назад туда неохота ехать абсолютно. Там абсолютно не моя природа. Ну, блядь, не знаю. Не мое это Флорида. Будем думать, как... Буду думать, точнее, я как перебираться вот сюда, в эти края. Потому что для меня во Флориде жизни нет вообще. Ни по климату, ни по людям. Люди мне там не нравятся. Здесь как-то все. Здесь, кстати, черных вообще нету. Я об этом задумался только тогда, когда черного увидел. Берет березку, терся вот. Черного увидел в Walmart, такой: опа, нифига себе, черный, блин. Я что-то вообще об этом забыл. Тут вообще черных нет, тут одни белые. И это, конечно, это большой плюс. Да, и у меня сейчас настолько отпало желание что-то постить, какие-то сторисы делать. Раньше вот постоянно что-то хотелось. Вот было желание, не то что я постил, было желание что-то запостить. Написать, да, уж мы где-то путешествуем, вот так, вот так, вот так, вот сторис какой-то хотя бы там сделать. Вот постоянно раньше такое было. Сейчас вот у меня вообще настолько это желание отпало. Вот вы даже увидите по результату этого фильма, наверное, у меня даже желания снимать как-то особо нету. Я как-то стараюсь наслаждаться вот каждым моментом. Я вот записываю только то, что чувствую. Вот хочется для самого себя просто это запечатлеть, эти эмоции свои. А вот так, чтобы снимать, ходить все подряд, ну вот, не знаю, мне уже такого вообще не интересно. Может, период такой, но, может быть, я дорос до такого, что мне реально не хочется. Ну, плюс у меня просто с детьми сейчас путешествие, а с детьми оно такое немножко суетное, потому что дети постоянно... И мне в голове тоже вот такое... И мне не хочется ничего что-то делать уже. Устаешь просто. Ну и на самом деле это время экономит очень. Вот раньше постоянно вот едешь, связи нет, да? Как связь появляется, и там давай посты, сторисы делать, вот что было там, писать, там ля-ля-ля. Сейчас вообще на это пофиг абсолютно. Я ничего не пощу, нахер не интересно. Кому-то что-то показывать, там, что вот где мы сейчас, там, вот нахрен это надо. Вообще не хочу этого делать. Я никогда этим не славился. Ну вот в Восточном Кочеве я вспоминаю, да, я постоянно там в Инстаграм все постил, там каждый день, там в ВК, там... Не, в ВК я уже не постил, как Инстаграм появился у меня, уже в Инсте все было. Постоянно там, вроде каждый день по 3, по 4 поста я там делал, фоточки выкладывал. Вот, как бы не лень было. Ну, когда ты один, наверное, да, тебе такое ощущение, что ты там, тебе лайков понаставили, что ты вместе со всеми, все рядом, да, это такое дает тебе ощущение, что ты не потерянный, не покинутый всеми. Лайки кидают, значит, вот, ощущение этих лайков, такого теплоты какой-то дает. Сейчас мне, конечно, это вообще не нужно. Ну, у меня дети есть, вот, теплоты там хватает. Поэтому вот такой, наверное, вывод. Особенность этого путешествия в этом, что мне ничего не хочется постить, не снимать. Больше наслаждаться как бы всей природой и показывать ее детям. Так, все, доброе утро. Проснулись, сегодня 1 августа. Вот.
Вот, сегодня по ощущениям была самая холодная ночь. Где-то, наверное, градусов... Ну, по прогнозу было 10 градусов. Здесь я не знаю, сколько было, прям подмерзли. Мы к этому так сильно не готовились. Ну, ничего, нормально. Поспали. Вообще шикарно. Сейчас покушаем. Покушаем и поедем дальше. Красоты смотреть. Красоты Мичигана. Да, и уже скоро мы штат этот покинем. Дальше уже будет Висконсин. Вот. И дальше доедем до Миннесоты. До Дулута, да, все-таки там, и до него еще и там 150-170 миль, наверное. И уже вниз поедем в сторону дома, в сторону Флориды. Вот. Все, едем, едем. Сейчас по камням. Сейчас не по пескам, по камням едем, потому что здесь вот этот Sugar Loves с горы возле озера, и тут везде каменистое. Классно, все, едем, все отлично, машинка отлично. Мы тоже отлично. Зайчата сидят хорошо. Вот. Погода кайф. Все кайф, короче. Едем не спеша. Кстати, скоро будет уже 2000 миль, как мы проехали. Вот. Ну, еще столько же и обратно будет минимум. Ну да, где-то столько же будет обратно. Фу, дорога была нелегкой. Сейчас такие градусы мы преодолевали. Машинка все отлично приехала. В общем, мы приехали на гору Аврон. Вот сейчас мы на паркинге стоим. Вот. Паркинг area. Вот. High Point. Это самая высокая точка Мичигана, короче. Вот. Высота 1979 фит. Сколько это в метрах? Блин, я все до сих пор не научился. Не научился считать до сих пор нормально. Сколько у меня все из башки вылетает, короче. Вот. За нами тут чувак еще ехал. Вот. Тигуан, конечно, красавчик, блин. Люблю теперь эту машину. Вот, блин, не знаю, влюбляюсь. Прям охрененная машина. То есть на ней уверенно едешь и по камням, и по песку, короче. Ну, реально классно. Мне нравится. В общем, сейчас пойдем смотреть самую высокую точку Мичигана. И можно сказать, мы покорили Мичиган. После этого можно будет говорить. Ну, главное еще вернуться, спуститься нормально. Вот это, вот если карту Мичигана верхнего брать, вот это верхняя часть Мичигана. И вот эта точка здесь, рядом. А вот, собственно, и сама гора. То есть вообще 100 метров пройти от парковки и все. Вот, даже забираться никуда не надо, как обычно. Вот здесь регистрация. Можно написать, что ты здесь был на горе. Вот написать в тетрадку можно. Сейчас да, сейчас напишем, что мы здесь были. Вот, и тут сфоткаться можно. Мы на горе Аврон. Идите сюда. Мы на горе Аврон. Самая высокая точка Мичигана, да? Хорошо. Давай. Вот это скамеечка такая с видом самой высокой точки. Там, получается, где-то озеро должно быть. Там, не знаю, видно, нет. Сейчас такой в дымке все. Где-то, кстати, пожары. Вот эта дымка от пожаров. Прям чувствуется гарь. То ли в Канаде что-то горит, видимо. Как обычно. Сидим тут. Никого нет, хорошо. Вот чем преимущество автопутешествия над велопутешествием. Потому что на велике ты сюда суваться, ну, по большей части не будешь стараться избегать таких путешествий. Если, конечно, ты не специально приехал сюда на машине и катаешься по округе на велосипеде, это одно. А вот если ты в большом велопутешествии, ты в такие места вообще даже рассматривать не будешь. Нафиг оно тебе надо, в какие-то горы там ездить, чтобы побывать там на самой высокой точке, там, ну нахер это надо. Поэтому, ну,
сравнивать это, ну, нельзя вообще, как бы. Я бы на велике никогда бы в такие места бы не поехал, как сейчас езжу на машине. То есть на машине можно в дикие места заезжать, да, ну, в такие дороги узенькие. Ну, дело не в узеньких, просто можно заезжать в такие дороги, где на велике ты даже суваться не будешь. Ну, потому что там песок. На машине все равно ты можешь дальше проехать, чем на велосипеде. Велосипед только протащить, а на машине ты можешь проехать. Вот поэтому вот автопутешествие — это, конечно, тоже классная вещь. Каждое путешествие на любом транспорте, оно классно по-особенному. Но вот чем мне вот нравится автопутешествие, ты как бы больше можешь охватить на авто, нежели на велосипеде. Рот мне там затыкают, говорят, не говори, говорят, мы тут спим, говорит, он там лежит. Так, а это у нас теперь тут второй бродик идет. Вот, и тут я, скорее всего, пасану, чуть-чуть назад поеду, там, другой дорогой. Потому что, ну, не сама речка тут страшна, а вот подъезд к ней. Я не знаю, видно это или нет, но тут, короче, немножко клиренс повыше бы иметь, потому что такой съезд, ну, короче, тяжело немножко. Не хочу рисковать лишний раз. Хотя речка-то не глубокая. Камни вон там. Нормально. Так, сейчас заехали в Макдональдс, чуть-чуть отдохнули. В общем, я немножко изменил маршрут. Вот, я изначально планировал доехать до города Дулут. Это в самом начале озера Супериор. Это уже Миннесота. Вот, и оттуда уже поехать вниз. А я подумал, нафиг мне туда ехать. Этот Дулут, в принципе, не нужен, ну, в ненужном направлении. У нас тут рядом есть такой полуостров. Вот, и мы поедем на этот полуостров на север. И, получается, сделаем самую северную точку нашего путешествия. И после этого полуострова прям поедем вниз через Висконсин, Иллиной, там на Теннесси и уже домой, короче. Вот, у нас есть там сколько, 6 дней, поэтому вот сейчас мы едем по этому полуострову, едем дальше, тут красота такая, мне почему-то Швецию это все напоминает, ну не почему-то, а природа очень классная, такие скалы там есть, леса. Вот. Ох, красота здесь классная. Такой в парк такой с площадкой пришли. Чем не Швеция вообще. Здесь вот вообще Россия, капзец. Такая дорога, офигеть. Ну вот прям вот чем не Россия. Березочки, тополя здесь. Да, убрать американские знаки, поставить российские. И все. Чисто родная дорога. Разметочку убрать еще. И все. О, а вот это вообще по-нашему. Руины здесь. Труба. Раньше здесь было что-то, песок добывали, короче, там с берега. Вот была тут производство такое. Вообще реально вот Россия, вот-вот.
Что-то все родное такое. Какой-то парк заброшенный, я не знаю. Припять. Там вот какая-то пещера. Туда по-любому слазить надо. Ну, здесь дырки провалиться можно. Сама что надо детям тут ковыряться? Чё? Я думаю, это он. Вон это здесь все сделал, да? Да, барабашка бегает тут. О, смотри. Угу. Здесь вообще как будто церковь какая-то. О, смотри, здесь, смотри. Нарисовали. Прошлого тысячелетия, как будто там арки какие-то. Прикольно. Березочки, ну красота. Такой в Америке не найдешь. Тяжело такой найти. Почему кто-то сделал кроссовок там? Угу. Фубешный. О, я хочу смотреть здесь. Да, тут. Это кто-то погибло. Я хочу докататься здесь. Давай. Осторожно. Мне что-то здесь окружающее все Кин-дза-дза кино напоминает, не знаю почему. Самое классное в путешествии — это разнообразие, когда вот разный ландшафт, природные условия меняются, вот вообще классно. Вот это классное место, не знаю, кайфую от него. Открытое такое, ну, необычное, здорово. Не всегда же лес, там горы, это надоедает. Хочется вот, чтобы разнообразие прям было. Я вот здесь кайфую. Ну, нашли яйца дракона тут. Нет. Нет? Мячики для гольфа. В гольф кто-то играет. Самое место тут классное. Свобода. И стреляют здесь, много гильз лежит. Да, остатки древней цивилизации. Единственное отличие, у нас бы в России вот эти бы ямы все были бы забиты мусором бы. Здесь вообще ничего нет. Пару надписей, ну вот так вот, и все. Мусора вообще нету. То ли убирают, то ли что, то ли, скорее всего, просто не мусорят.
Здесь почитал информацию, это все, вот этот песок, это все отвалы от медных рудников, короче. Медь добывали и отваливали здесь. Ну, как бы и это сейчас убирают, стараются все это убрать, потому что это природу изменило здесь, ну, изменило ландшафт, короче. Парканулись вот здесь уже на ночевку. Здесь такое при дороге возле побережья. Такие парки, ну, стоянки, я бы даже не сказал, это парк, выход к воде, вот сейчас тропинка. Тут, конечно, написано, что no camping, но я думаю, здесь с этим проблем никаких не будет. Ну и вообще, что подразумевается под no camping, я не понимаю. Ну, как бы поставить палатку, приехать на автодоме. Это обычная гражданская машина, как бы, ну, мне кажется. Они скажут no camping, а мы не кемпингуемся здесь, мы просто стоим. К тому же здесь не написано, там, в какое время это можно посещать, там вот ночью, ну, как бы вот во Флориде, ну, как и везде практически, там down to dusk, то есть от заката до рассвета нельзя, типа, стоять. Ну, все понятно, здесь как бы нету этого no camping. Ну ладно. Короче, идем. Здесь пауки так сильно много. Здесь большие утки. Ой, а вот эти места мне уже напоминают Дальний Восток. Прям вообще красота. Вот сейчас мы едем вот туда, вот в конец, короче, там мыс вот заканчивается. Вот это не мыс, а, ну да, там мыс идет, вот этот полуостров заканчивается, и мы по той стороне уже, по ту сторону гор будем уже ехать назад и уже прощаться с озером, с озерами, и уже поедем вниз. Такие вот дела. Даже грустно как-то, да? Но это завтра будет. Может, завтра еще где-то закемпингуемся, если место классное найдем. Останемся, да. Неохота вообще отсюда уезжать, честно. Я хочу, чтобы мама тоже здесь путешествовала. Здесь так спокойно, так классно вообще. Мичиган, север Мичигана, это вообще... Я не ожидал, что так круто. И вообще мое первое автопутешествие такое. Это здорово. Да. Мне очень нравится. И я очень хочу, чтобы мама скажет да, чтобы она здесь хотела жить. Да. И spiders, ну, она не косит. Да. Единственный момент, что вот устаю иногда от детей, вот они в голове уже звон уже от их голосов, уже такое нервное напряжение становится, короче. Мне просто вот иногда я их оставляю, они там сидят, я иногда просто иду там прогуляться вот рядом, ну так в поле видимости, короче, чтобы их просто не слышать. Это самое наслаждение, тишину послушать. Ой, как хорошо. Какой кайф здесь, а вообще. Просто шикарно. That's right. It's driving.